Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Для старшеклассников проводятся всероссийские открытые уроки. Это профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством просвещения России совместно с порталом «Проектория». Формат уроков онлайн-трансляции с одновременным участием более 20 тысяч школ и подключением по телемосту 4 регионов России. Участники уроков – школьники, педагоги, родители, представители крупнейших компаний и ключевых вузов России. Это более 1 миллиона участников. Сколько выпускников в этом году встанут перед выбором будущей профессии в нашем регионе и как будет организован летний детский отдых, об этом и многом другом расскажет гость нашей студии, министр образования и науки Республики Владимир Егоров. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что касается вот этих открытых уроков, какие школы нашего региона подключились к всероссийским открытым урокам и вызывает ли интерес такой формат профориентации у школьников? Ну, вообще, надо сказать, что это очень интересный формат. Новый проект, который сейчас начал работать, уже, на самом деле, начал работать уже с 2016 года. Но вот в рамках национального проекта образования уже ему будет уделяться повышенное внимание. И это проект направлен именно на профориентацию школьников. И если вот в прошлом году наших ребят участвовало порядка 5000, немного менее, да, то в этом году уже более 24 тысяч наших детей уже имеют возможность вот на этой интерактивной цифровой платформе, значит, во-первых, узнать о новых профессиях, которые появляются, да, значит, пройти какие-то тесты, викторины, значит, другие какие-то активности, да, которые позволят вот понять, какие же ключевые профессии, какие, значит, что можно, в какое направление можно развиваться, какие компетенции будут востребованы и так далее, да. Ну и вот интересно, что проводятся онлайн-уроки, где уже представители этих профессий, да, рассказывают о своей деятельности, причем в таком интересном формате. И вот буквально вот ближайший будет завтра, 16 мая, да, значит, «Здравствуй, дерево» называется, да, посвящен, получается, Всероссийскому дню посадки леса, который у нас 18 мая. И вот там ребята будут узнавать о тех профессиях, которые востребованы вот именно в лесном хозяйстве. Вот. И участие, естественно, принимают все желающие, кто зарегистрировался заранее. Да, единственное ограничение, что получается, что у нас должен быть интернет, который позволяет подключение, поэтому у нас активно участвуют порядка 10 районов вот, каждый год, но в связи с тем, что у нас сейчас уже связь улучшается, придет у нас высокоскоростной интернет и в другие районы, будет аудитория, конечно, расширяться. Ну, что касается итогов текущего учебного года, сколько выпускников в этом году станет перед выбором профессии и какие предметы в основном на ЕГЭ выбрали 11-классники? Ну вот в этом году у нас выпускников, уже подавших заявление на ЕГЭ, более 8300 человек, 8372, если не ошибаюсь, да, значит, это порядка на 250 человек больше, чем в прошлом году. И наиболее такими, понятно, что все пишут базовый, значит, уровень, значит, вернее, не базовый, а обязательные предметы – это русский язык и математика. При этом вот по математике есть нововведение, значит, ребята должны выбрать математику либо базового уровня, либо профильного. При этом, если раньше можно было одному тому же человеку написать и профильный уровень, и базовый, то с этого года нужно уже сделать выбор. Получается, те ребята, которые должны дальше поступать в вузы, где требуется повышенный уровень, повышенный уровень, да, то есть где уже ЕГЭ по математике засчитывается, да, в качестве вступительного, то они должны выбирать математику профильного уровня. Поэтому здесь уже немножко сложнее получается, да. Вот. А так получается, что наши ребята в основном выбирают, вот более 3000 человек, например, выбрало обществознание. Это понятно, что вот этот предмет, он требуется при поступлении на педагогические специальности, вот, на все, да, направления педагогических специальностей, и также для тех, кто в юридическом направлении. Да, поэтому более 3000 человек вот выбрало вот этот экзамен. Да, более 1500 выбрало информатику, вот, тоже вот популярное направление получается. Да. Значит, вот получается вот это вот основные такие наиболее востребованные предметы, которые выбирают наши ребята. Еще физика, там более 1000 человек,
Вот. Ну, это наши традиционные тоже как бы интересы наших детей вот, в естественно-научном направлении. Ну а что касается качества сдачи единого госэкзамена, повысился ли его уровень за последние годы и что сделано для этого в системе образования, чтобы улучшать этот показатель? Ну, надо сказать, что всегда мы в системе образования уделяли внимание повышенное именно предметам, которые обязательны, поскольку от этого зависит получение аттестата нашими ребятами, да, и надо сказать, что у нас результаты постепенно улучшаются, и вот, ну, скажем, даже вот математика, значит, базовый уровень у нас средний балл повысился с 2015 года от 3,6 до 4,1. То есть получается, что у нас средний ученик хорошист фактически, да, и это очень неплохо. Вот. И также снижается число детей, которые вот не прошли вот этот минимальный уровень. Так, и по русскому языку у нас вот средний балл ЕГЭ тоже повышается. Если он был в 2015 году около 60 баллов, да, 60 с небольшим, то сейчас уже 63 с лишним, да, то есть вот получается, что здесь у нас тоже есть прогресс, да. Вот. Но что касается вот предметов по выбору, здесь, конечно, ситуация сложнее. Наши ребята активно, на самом деле, достаточно вот выбирают разные предметы, и поэтому вот средний балл, который у них имеется, да, может быть недостаточно высокий получается, потому что, ну, понятно, что ребенок, может быть, имея не очень такие понятно, фундамент, ну, не очень такие вот основания для того, чтобы сдать хорошо экзамен по тому или иному предмету, скажем, ну, по той же физике, да, тем не менее пытается его сделать, потому что, ну, вот интересуется, да, это не запретишь, и поэтому средний балл может понижаться, да, и поэтому здесь есть над чем работать, в принципе, нам, да. Ну, это всегда, да, как всегда. Поэтому мы будем работать вот и по естественно-научному направлению, чтобы повышался наш средний балл. А вот если взять количество учеников, которые сдают единый госэкзамен на высший балл, ну вот суммарно, их количество растет из года в год или какая-то константа? Ну вот здесь на самом деле очень многое зависит от контрольно-измерительных материалов этого года, да. Ну вот, скажем, если взять математику, то иногда бывает, что дети, написавшие на 100 балл по России, допустим, да, их бывает более 500. А бывают года, бывает менее 50. Это уже от того, как составлен вариант. Материал, да? Как составлен вариант. И поэтому вот здесь трудно вот эту вот динамику как бы считать объективной. Вот, то есть действительно ли усилились как бы вот дети, которые пишут хорошо или нет. Да? Но тем не менее вот здесь, к сожалению, вот есть у нас такое четкое разделение. Те, кто у нас в городе Якутске, у них вот больший процент гораздо, ну, примерно в 3 раза даже, наверное, я бы сказал, процент тех, кто пишет ЕГЭ, скажем, по математике, выше 70 баллов, да, чем в сельской местности. Конечно, понятно, что здесь есть возможность у детей дополнительно заниматься, значит, получать репетиторские услуги. Вот, чем опять же, дистанционное какое-то образование. Вот да, это. Да. Поэтому вот наша задача повысить качество образования именно в сельской местности. В школах республики проводятся международные исследования TIMSS 2019. Что это за исследования и для чего они? Значит, вот это одно из таких международных исследований, по которому оценивается качество образования вот в той или иной стране. Да? Получается, что вот TIMSS, он проверяет естественно-научные и математические знания школьников 4, 8 и 11 классов. Вот. И надо сказать, что вот в отличие от ПИЗа, где Россия где-то обычно в 30-ке, то по TIMSS Россия обычно бывает в десятке, занимая там 4, 6, 7 места. Да? Это исследование проводится вот раз в 4 года, последний раз в 2015 году проводилось. И вот сейчас оно проводится, отобраны ряд регионов, классы. Вот в нашем регионе, например, отобраны, значит, всего 6 школ. Вот, 2 школы, получается, в городе Якутске, 2 в Мирном, и 2, получается, вот в наших северных улусах получилось, да. Вот, это уже сами уже организаторы этого международного исследования выбирают произвольным образом вот те школы, которые как бы могут представлять ну, качество образования региона, страны. Вот такая случайная, ну, может быть, не случайно, мы не знаем, как они это делают. Определенная выборка, которую мы не знаем, как они делают. Да.
Ну, учебный год закончится, дети ведут на долгожданные каникулы, но тем не менее из поля зрения вашего ведомства они не пропадают. Сколько детей будет охвачено организованным отдыхом, где и как смогут отдохнуть ребята? Конечно, у нас получается, что вот летний отдых – это наша ежегодная забота, тем более, что часто нам, уже последние годы, каждый год приходится еще и думать о детях, которые вот страдают от разных стихийных бедствий, да, от паводка. И вот в этом году у нас мы охват оставляем примерно прежний, более 63 тысяч детей у нас должны быть охвачены, 660 в едином вот нашем реестре вот этих организаций отдыха и оздоровления, которые будут принимать этих детей, 661 организация. Надо сказать, что, к сожалению, у нас подавляющее большинство, 500 из них, это лагеря дневного пребывания, но тем не менее вот есть и остальные все 161, да, это организации, где дети могут уже круглосуточно отдыхать, оздоравливаться. Министр просвещения России Ольга Васильева предложила как один из вариантов организации детского отдыха в лагере – это палаточные лагеря. Как вы думаете, такая инициатива в нашем регионе найдет отклик и поддержку? Надо сказать, лето у нас жаркое, да, и поэтому, в принципе, многие это практикуют. И у нас в прошлом году, если было таких всего 23 лагеря, да, то в этом году уже планируется 61 такой лагерь. Да, поэтому действительно это такой тоже интересный такой способ, форма отдыха наших детей. Да. Ну, а вот эти лагеря дневного пребывания, это понятно, это рядом с местом проживания ребенка. А в основном у нас ребята отдыхают в республике или выезжают за пределы, или, может быть, даже за границу? У нас довольно-таки много ребят, тут порядка 800 детей у нас должны выехать за пределы нашей республики, отдохнуть в наших традиционных местах, на Черноморском побережье, да, основная масса, конечно, здесь у нас в республике. Владимир Анатольевич, все-таки вернемся к ЕГЭ. Ваши пожелания выпускникам, которые в этом году будут сдавать этот серьезный в их жизни экзамен? Да, я думаю, что наши выпускники, на самом деле, те, которые все 11 лет, на самом деле, можно сказать, грызли гранит науки, должны быть уверены в своих силах. Я бы хотел пожелать им, чтобы они показали все, на что они способны, чтобы удача сопутствовала им на экзамене. Я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю успехов вам в вашей работе, а нашим ребятам успешной сдачи ЕГЭ. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был министр образования и науки Республики Саха-Якутия Владимир Егоров. До встречи в эфире.